В кинозалах республики состоялись премьерные показы. В Гулрыпшском районе центром притяжения стал Дом культуры. По пятницам, субботам и воскресеньям здесь проходят кинопремьеры. Жители в числе первых смогут увидеть самые свежие киноновинки. Еще до начала сеанса в кинозал приходят целыми семьями и группами друзей. В воздухе царит предвкушение, смех, оживленные разговоры и легкая суматоха у входа создают праздничную атмосферу. С попкорном и сладкими напитками в руках зал постепенно оживает и готовится к началу показа. Зрители рады долгожданному событию. В их глазах живой интерес и готовность пережить каждую сцену вместе с героями фильма. Я в шикарном настроении. Это очень здорово. Я буду часто сюда приходить, я думаю. Я пришла с сестрой сюда, чтобы посмотреть «Богатырь» мультики. И с ее подружками пришла. Я жду начала фильма. Я рада, что у нас в районе открыт кинотеатр. Ты часто сюда будешь приходить? Ну, когда будут мультики. И вот долгожданный момент. Внимание зала полностью приковано к большому экрану. «Три богатыря» и «Свет клином» – это не просто мультфильм, а эпическое полотно, где древние герои сталкиваются с загадочной силой, способной перевернуть привычный мир. История полна неожиданных поворотов, глубоких смыслов и, разумеется, богатырского юмора. Может, тебе газировки принести? Молодец! Даже не шелохнулся ни разу. Так и доложим князю. Дверцу в мир киноновинок в Гулрыпшском районе открыли 2 декабря. Открытие кинотеатра стало знаковым событием. Зрителям показали сразу 2 премьеры. «Чебурашка 2» и «Буратино». В зале, рассчитанном примерно на 300 мест, был аншлаг. Ой, я все починю. Мы 30 лет ждали тоже этого благого чуда. Мы хотим очень крепко поблагодарить Министерство культуры Республики Абхазия и Даура Вадимовича Ковы с участием Фонда кино России. У нас получилось сюда привезти это оборудование, что вы здесь видите. Здесь последнее слово техники, что называется, именно в плане кинотеатров, у нас здесь в ДК представлено. У нас большой самый экран в республике, порядка 52 квадратных метров, и самое новое оборудование, которое мы здесь получили. Фильмы, которые будут в России показываться в четверг, в пятницу они уже будут у нас. И в пятницу, в субботу, в воскресенье наш кинотеатр будет открыт для всех. Билеты можно приобрести в кассе Дома культуры с 10:00. По пятницам, субботам и воскресеньям будут по 2 сеанса. Для нас важно создать максимально комфортные условия для зрителей, отметил Георгий Шакая. Наша задача была здесь сделать максимально социально ориентированный кинотеатр, и за это мы попросили наших коллег сделать минимальные цены в виде взрослого человека 250 рублей, маленького ребенка до 14 лет порядка 150 рублей. Эта задача была выполнена. Для нас это очень важно. Теперь в Гулрыпшском районе функционирует современный кинотеатр, куда можно прийти посмотреть фильмы всей семьей. Место стало точкой притяжения, где каждый найдет что-то интересное для себя. Занимался, в частности, отдел культуры Гулрыпского района. Ну, конечно же, без главы администрации Гулрыпского района в целом мы этого не смогли бы сделать. Мы крайне довольны результатом и будем стараться это поддерживать и дальше. Главным достижением было успеть в начале года, то есть открыться. Мы 2 числа были уже открыты. Эти выходные будут захвачены, а все остальное уже по чуть-чуть будем дорабатывать и приводить в норму. И у нас в Гулрыпском районе 8 числа состоится большое мероприятие, посвященное Новому году и Рождеству. Ждем всех с удовольствием в гости. Премьерные показы фильмов состоялись еще и в Сухуми и Гагре. Их посетило более 660 человек, сообщил «Спутник», советник президента Абхазии по вопросам кинематографии Айнар Лабахуа. Кинозал будет функционировать также в Гудауте, где по техническим причинам в день открытия не состоялся показ. Но в ближайшие дни процесс будет налажен. В дальнейшем планируется показывать новинки российского кино, а также абхазские фильмы, мультфильмы и дубляжи. Открытие кинозалов и показы состоялись при поддержке Министерства культуры Абхазии и России, а также Фонда кино России, который передал необходимое современное оборудование. Жазина Ханагуа, Аляс Амичба, Абхазское телевидение.